Мы сталкиваемся с импульсом каждый день. Благодаря импульсу автомобили движутся, часы тикают, а шары катятся. Все движущиеся тела имеют импульс. Но что это на самом деле? Импульс определяет количество движения тела. Он равен произведению массы тела на его скорость. Так же, как и скорость, импульс имеет направление и величину. Если скорость тела равна нулю, то и импульс равен нулю. Когда движущиеся тела взаимодействуют друг с другом, их суммарный импульс всегда сохраняется. Мы можем это увидеть, когда движущийся бильярдный шар сталкивается с неподвижным шаром. Цветной шар приобретает импульс при ударе, в то время как белый теряет его. Суммарный импульс двух шаров остается прежним, но импульс передается от одного шара к другому, замедляя белый шар. На Земле существует много внешних сил, действующих на движущиеся тела. Трение, сопротивление воздуха и притяжение. Со временем тела, которые имеют импульс, прекращают свое движение. Куда же в этом случае уходит весь импульс? Когда тело останавливается, большая часть импульса теряется из-за трения. Импульс обычно передается поверхности. Если поверхность Земля, то импульс передается планете. На самом деле, это слегка увеличивает или уменьшает вращение Земли. Это происходит все время, но в таком крошечном масштабе, что мы этого не замечаем. В космосе импульс не теряется из-за отсутствия трения. Там практически нет воздуха. Поэтому, когда к внешним планетам запускается космический зонд, он не испытывает трения или воздушного сопротивления. Это означает, что он сохраняет свой импульс и может странствовать вечно.